Ну, там потом проверим. Ну, пройдемся по рынку, пожалуйста. Да, зафиксируют. Обычно вся новогодняя продукция на центральном рынке Сунжи сосредоточена на уличных рядах и в павильонах. Но вот только пиротехники на прилавках сегодня почему-то не видно. Кто-то скажет, еще рано, ведь до праздника почти 2 недели. Однако дело в другом. Просто администрация рынка установила ограничения по продаже пиротехнических изделий. Но вот вопрос, на законных ли основаниях? Лицензировать боли, это вы не имеете права, администрация рынка не имеет права запрещать. Вы должны отвести специальные места для торговли пиротехническими изделиями. Нет, на территории рынка вот МЧС определить ее, на какую отдаленность от основных рядов там, и так далее, и так далее. У каждого свои требования. Запрещать мы не имеем права. Все же отсутствие запрета на продажу не освобождает от соблюдения соответствующих условий по месту продажи. Предновогодний спрос на технику обязывает комиссию сегодня выйти на очередное рейдовое мероприятие. Мы находимся сейчас в центральном рынке. Здесь у нас обозначено одно место, где можно торговать пиротехническими изделиями. Вот это сзади нас. На сегодняшний день пока таких изделий нету в продаже. Но с 20-х числа они массово будут. Вот у нас одно место обозначено. Ну и по требованию МЧС мы должны были удалить их от основных рядов, но там свои требования согласно нормативу. Вот согласно этим нормативам определили сегодня. Следующая точка – магазин с пиротехникой. Первым делом комиссия обращает внимание на разрешительную документацию, проверяет производителя и срок годности товаров. Сотрудники МЧС, в свою очередь, проводят небольшой инструктаж с продавцом. На каждую пиротехническую продукцию должен быть сертификат соответствия. Здесь указан номер пиротехнической продукции. Этот номер должен также указан на сертификате. Да. Хорошо. То есть здесь есть инструкция завода-изготовителя. Здесь указаны сроки. К слову, Зарема Илиева только недавно привезла эту продукцию из Ростова и даже не успела толком все распаковать. Она не в первый раз реализует пиротехнику у себя в магазине и прекрасно понимает, кому можно продавать новогоднюю атрибутику, а кому еще рано. Дети приходят только с родителями, потому что я им объясняю, где что, вот, чтобы не было проблем дальнейших. Дети все-таки, они же не это самое. А со скольки лет можно вообще продавать? Я их продаю только с родителями, если что. Они приходят с 12, после 12 лет, с 13 лет уже, я думаю, можно, да. В мире было скучно, пока китайцы не изобрели порох, гласит известный афоризм. И действительно, фейерверки сделали наши праздники веселее и ярче. Но в то же время даже самая безобидная хлопушка является объектом повышенной опасности. Поэтому, чтобы не омрачить праздник, необходимо соблюдать ряд простых правил противопожарной безопасности. И начинать нужно уже с покупки. Необходимо обращать внимание на коробку саму, на целостность коробки, чтобы не было никаких порезов. Также необходимо обратить внимание на фитиль пиротехнической продукции, чтобы наличие фитиля, чтобы он был достаточно длиной. Региональный Роспотребнадзор напоминает, любой бракованный пиротехнический товар может привести к непредсказуемым последствиям и навредить здоровью. Поэтому при покупке пиротехники лучше всего обратить пристальное внимание на наличие всех документов на данную продукцию. Сегодня найденная продукция, она сопровождалась сертификатами о соответствии, была маркирована соответствующим образом, знак обращения на территории Таможенного союза, инструкция на русском языке, то есть продукция полностью соответствовала требованиям технического регламента о безопасности пиротехнической продукции. В случае отсутствия у продавца сертификата либо декларации о соответствии, ему грозит штраф от 10 тысяч рублей. Поэтому пиротехнические изделия рекомендуется покупать только в специализированных магазинах, чтобы вместо красочных залпов не получить от нелегальной продукции совсем другие впечатления. Запускать салюты, петарды и прочую пиротехнику подобного типа можно на открытом пространстве, вдали от построек. Фейерверк необходимо плотно закрепить на ровной местности, где рядом нет деревьев и линий электропередач. Затем поджечь фитиль и отойти на безопасное расстояние. При соблюдении всех этих правил удастся избежать непредвиденных ситуаций, ну а праздник получится по-настоящему ярким. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.